Здравствуйте! В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Начался всероссийский открытый конкурс по созданию мастер-плана Якутска. Чем он отличается от генерального плана города, как будет проходить конкурс, как могут в нем поучаствовать сами жители столицы. Об этом мы сегодня поговорим с главой города Якутска Евгением Григорьевым. Евгений Николаевич, здравствуйте! Здравствуй, Валерий. Расскажите, пожалуйста, вначале, чем различается вот этот вот мастер-план от генерального плана, по которому, как правило, застраиваются города? Если объяснять очень понятным языком, то мастер-план отвечает на вопрос где, кто, когда, зачем, а генеральный план отвечает на вопрос, что мы будем строить. То есть если в основу разработки генерального плана ложатся градостроительные нормы и экономическая подоплека, то в разработку мастер-плана основывается человек. То есть человекоцентричный, ориентированный на существующие потоки людей, на принятые стратегии развития, в том числе и города, и предприятий, и отдельных людей. Поэтому разработка мастер-плана – это документ, который включает широкое общение с общественностью, с населением, привлечение различных институтов, я имею в виду там, институтов не только в профессиональном смысле, но и отраслевых срезов разных людей с разными профессиями, с разными образами жизни. То генеральный план, он документ, который, на базу которого ложатся все остальные градостроительные документы. Поэтому сегодня мастер-план – это тот такой документ, который позволит выработать и положить на карту стратегию развития города Якутска. Вот этот конкурс организован вместе с Дом РФ. Скажите, пожалуйста, он будет финансировать проект? Да, здесь хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить, во-первых, правительство республики и банк Дом РФ. Сегодня решением принято софинансирование со стороны Дом РФ и софинансирование со стороны Фонда будущих поколений. В итоге будут оплачены выигравшим конкурс люди с этих двух источников. Поэтому принимает участие госкорпорация, что для нас является, конечно, хорошим знаком внимания и значимости всего происходящего. Давайте подробнее поговорим о самом конкурсе. Кто может принять в нем участие? Как он вообще в целом будет проходить? И, может быть, уже есть какие-то первые заявки? Принять в конкурсе могут участие любые организации, объединения профессионалов, которые имеют опыт реализации подобных проектов. Разработка мастер-плана – это поэтапный процесс, который, безусловно, включает большой объем работы. С точки зрения проведения конкурса, то конкурс двухэтапный. На первом этапе будет предварительный отбор и определение финалистов. Во втором туре финалисты уже будут предлагать свои концепции, в которых будут соревноваться, и уже затем конкурсная комиссия среди вариантов, предложенных финалистами, выберет наиболее оптимальный вариант для реализации на территории города Якутска. А какие-то заявки первые уже есть, поступили? С точки зрения поступивших заявок я сегодня не могу дать точную информацию. Здесь не обладаю и актуальной на сегодняшний день. Насколько, на ваш взгляд, должна измениться наша столица? Каким критериям должны соответствовать представленные проекты? Ключевой показатель для изменения нашей столицы обозначен сегодня в указе главы республики о социально-экономическом развитии города Якутска до 2032 года. Для себя мы берем базовое значение – это 400-летие города Якутска. К 400-летию города Якутска перед нами стоит амбициозная задача стать лучшим в мире городом в условиях вечной мерзлоты. Понятие лучшего в мире города – широкое понятие, которое, безусловно, должно изменить архитектурный облик города Якутска. Поэтому реализация вот этой вот стратегии, положенная на карту, это и есть, по сути дела, мастер-план. Какие извечные проблемы столицы призван решить мастер-план в первую очередь? Смотрите, здесь с точки зрения города Якутска, с точки зрения текущих наших проблем, которые идут уже десятилетиями, они в принципе понятные и для людей, живущих в городе Якутске, абсолютно явные. Ветхое аварийное жилье.
Сегодня ветхое аварийное жилье можно сносить, по сути дела, по двум программам. Существует крупная программа, адресная программа по линии фонда реформирования ЖКХ, по которой реализуется республиканская адресная программа, которая переселяет сегодня жилье, признанное аварийным с 2012 по 2017 год. Вне рамок этого мы реализуем в рамках в основном сотрудничества с частными компаниями, либо с государственными компаниями, с строительными компаниями, когда предоставляется участок, на участке есть ряд ветхих аварийных домов, застройщик сносит, начинает строить там новое жилье, ну и вот этот процесс комплексного развития территории называется. Сегодня определение о возможности реализации комплексного развития территорий подразумевает собой необходимость разработки мастер-плана. Поэтому для того, чтобы сносить быстро, сносить точно, понятно сколько, нужно разработать мастер-план. Второй проблемой в городе Якутске сегодня является хаотичная застройка, в том числе точечная застройка. Поэтому для того, чтобы отбалансировать существующую картину города с точки зрения вот, транспортной нагрузки, нагрузки инфраструктурной, нагрузки на основные социальные объекты, тоже необходимо разработать документ, в котором эти подходы будут учтены, определены основные приоритеты. Вот это и есть все мастер-план. А расскажите, как будут оцениваться представляемые работы и кто в составе жюри? Состав жюри широкий. Председателем жюри является глава республики Илдархан Исен Сергеевич Николаев. Включены в него профильные министерства республиканские, представители госкорпорации Дом РФ. Я присутствую, главный архитектор города присутствует. Ну, там широкий список. Председателем является Исен Сергеевич. А жители столицы могут ли оценить работы? Безусловно. У нас существует в рамках конкурса этап прохождения публичных обсуждений всех конкурсантов и предлагаемых их вариантов, где общественность может принять активное участие. Я призываю принять активное участие в этом процессе, чтобы ваш голос был услышан, потому что это наш город, наш общий дом, и кто как в нем будем жить мы, это зависит только от нас. А давайте подробнее расскажем, как жители столицы могут принимать участие. В ближайшее время появится полная информация на сайте по датам проведения конкурсных процедур. Исходя из этого будет понятно, кто зашел на второй этап. И в рамках прохождения второго этапа мы обозначим календарь графиков, когда будут проходить те или иные публичные обсуждения. В принципе, это будет в первой половине 2022 года, поскольку срок реализации всего проекта до середины июля 2022 года. А заглядывая в будущее, можно ли уже предположить, когда будут объявлены итоги конкурса и как скоро горожане, жители столицы смогут заметить изменившийся облик Якутска? До 13 июля будет проходить конкурс, будет понятен победитель. В рамках завершения конкурса пройдет большая пресс-конференция, где будут доведены основные показатели мастер-плана. Ну и, соответственно, к этому моменту мы уже будем иметь сформированный документ как мастер-план. Может быть, обратимся к жителям, участникам конкурса, к тем, кто желает, чтобы принимали участие, оценивали и принимали активное участие в жизни нашего города. Да, безусловно. Здесь с точки зрения окружающей нас городской среды, мастер-план — это тот документ, исходя из которого будут формироваться все наши муниципальные программы по благоустройству дворовых территорий, по обустройству скверов, парковых зон, необходимости строительства дополнительных дорог. Вот, допустим, в городе Якутске есть ряд дорог, которые перекрыты строительством многоквартирных домов. Далеко ходить не будем. Вот, есть улица Короленко. Изначально по проекту она была сквозной. Каким-то решением архитекторов и проектантов дом был поставлен так, что подъезды вышли так, и сделали там детскую площадку. Поэтому эти все вопросы, на Бекетово, допустим, такой же дом стоит. Поэтому вопросы сегодняшние, учитывать сегодняшнюю конъюнктуру, каким образом вносить изменения в документ, на который мы все вместе согласимся. Вот он наш мастер-план, главный план, по которому мы будем двигаться. Ну и вот уже поэтому приходите, обсуждать будем, потом уже по нему будем работать. Благодарю вас, Евгений Николаевич, за то, что пришли и побеседовали с нами.
Ну а я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с главой города Якутска Евгением Григорьевым о мастер-плане нашего города Якутска.